ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вот и подходит к концу 2016 год. Он был насыщенным для каждого по отдельности и для всех ухтинцев в целом. Все эти 12 месяцев мы, коллектив телекомпании ГСП, старались быть с вами. Рассказывать о самых злободневных, интересных, грустных и веселых темах. В финальном сюжете этого года самые запоминающиеся репортажи ГСП онлайн. За 12 месяцев репортеры ГСП где только не побывали. Например, мы записывали сюжет на тонком льду реки Ухты в апреле, буквально перед самым ледоходом, когда в водоеме близ Шудаяга рыбаки обнаружили капли нефти. Вот как это было. Нефтяные не то чтобы пятна, а это весь перекат по кругу острова закрыт нефтью поверх льда. И то, что я достал снизу удочкой, это нефть. Это прям кусками нефти. И что там внизу сейчас творится в реке, никому не известно. Мы снимали в дождь, в снег, под палящим солнцем и в удушливом дыму. Например, как горел перелесок за станцией переливания крови. Или вот, корреспонденту Виктории Ли пришлось прогуляться в разгар межсезонья по улице Рябиновой. Не баловала погода и редактора Олега Исмаилова. 1 декабря он отправился снимать сюжет про маршрутки в поселок Дальний. В первый день зимы ударили первые морозы. Съемочная группа, как и пассажиры в ожидании автобусов, стояла на улице по 20 и более минут при температуре минус 26 градусов. Сколько стоите? Я, может, 15-20, как бы. Раньше минут 5, может, самое большое. Но погода – ерунда, если хочешь рассказать о самых проблемных и злободневных темах. Такой стала съемка в поселке Дальний. Бардак вместе строительства домов под переселение стал основной темой того материала. Сейчас ограждения все поломаны, все ветром шатает. Дети бегают рядом, боишься, что это на кого-то просто полетит. Люки канализационные открыты, тоже все небезопасно. После того сюжета телекомпанию ГСП пригласили на индивидуальную пресс-конференцию с мэром. Он тогда объяснял, почему на стройке был такой беспорядок. Хотя местные до сих пор говорят, что бедлам с их глаз устранил только выпавший к зиме снег. Но не все проблемы остались нерешенными. Хэппи-эндом закончилась история Натальи Булгаковой, мамы 2 детей, активной горожанки и колясочницы. Она несколько лет добивалась установки пандуса в подъезде. Дело дошло до суда, который женщину-инвалида защитил. Но в итоге Наталья получила уведомление о том, что администрация города подала апелляционную жалобу на решение суда по ее иску. Органы местного самоуправления подают на, как я считаю, и, наверное, любой человек здравомыслящий посчитает, объективное решение суда, они подают апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Коми. Утверждают, что суд понудил к определенным действиям, то есть фактически к понуждению исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления к финансированию таких действий. То есть как будто я вымогаю у них деньги. Через пару месяцев после съемки, она была в июне, пандус все же установили. Правда, не администрация, а местные меценаты. Меньше повезло жителям Шудаяга, которые затеяли борьбу с провозом опасных химикатов через свой поселок. Первый такой груз прошел, что называется, пока весь город спал. Категорически запрещено провозить через населенные пункты груз, который опасен для жизни. Получается, что ЗАО «Ситек», а у него была возможность выбрать безопасный путь провозки химических грузов, он выбрал очень удешевленную схему. Думается нам, что тема еще всплывет, а шудаягцы продолжат борьбу. Кстати, когда-то именно в их поселке начали работу против строительства ПЗРО. Хочется сказать, это принесло свои плоды. Пункт захоронения в нашем городском округе не построили, а старый могильник недалеко от Водного рекультивировали. Показатели по фону, которые порадовали, потому что, значит, сегодня они даже ниже нормативных норм по радиационной безопасности. Это 0,2, 0,3 микрозиверта, а до работы эта цифра составляла до 40-50 микрозивертов на отдельных участках. 2016 год был богат на эмоциональные съемки. В такие моменты корреспондентам, особенно девушкам, тяжело было скрыть чувства, самые разные. В сентябре мы сообщили нашим зрителям печальную новость, о которой говорили с безусловной горечью. 30 сентября не стало Георгия Феронова. Ухтинец века остался в памяти каждого, кто его знал, как символ мужества, стойкости, жизнелюбия и человечности. Это олицетворение духовности, патриотизма. Человек, который с первых дней войны
потерял ногу и остался в стране, и как истинный солдат довел свою жизнь до логического завершения. Но все течет и меняется, и уход одного знаменует приход в эту жизнь другого. Ежегодно осенью в городе появляется тысячный новорожденный ухтинец. В этом году им стал Рыбин Матвей Дмитриевич. Он, абсолютно логичный итог многолетней любви своих родителей, стал вторым малышом в семье. И в преддверии самого домашнего праздника Нового года мы просто не можем не показать эту замечательную семью еще раз. Ну, мы уже давно вместе, уже 10 лет у нас, как мы вместе. Свадьба у нас была в 2011 году. 5 лет у нас будет родилась в этом году, как мы женаты. Малышка в 12-м родилась, вот сыночек. 4 годика нам в этом году было. За 12 месяцев мы неоднократно снимали семьи, самые разные. Вот патриотичная ячейка общества Мамаевы. На ежегодном параде колясок они усадили своего первенца в чум. Были на коляске и олени, жаль, не вошли в кадр. Где ты далеко говоришь, что ты из Коми Республики, всегда первый вопрос, вы что там на оленях ездите? Поэтому как-то олени сами собой сразу в голову пришли, первая ассоциация, ну потом уже к оленям уже придумали чум, а дедушка нам помог это все воплотить, нашу мечту, и вот такая получилась у нас коляска. Или вот Лавриненко, у которых комбо из сыновей. На встрече близнецов, ее в 2016-м в Ухте провели впервые, мальчишки были самыми старшими и очень между собой похожими. Ребят путает с самого рождения даже их семья. Да, папа путал, папа и сейчас иногда путает, все равно бывает. Особенно, когда одни зрение плохое, но одевают очки, то есть и в очках становятся очень похожи, действительно. То есть, и смотришь, и сам даже иногда ошибаешься. Причем, если взять год назад, 2, то еще такого не было, а сейчас вот как-то еще больше стало ошибаться. Почему, не знаю даже. Без эмоций не могли пройти и съемки с животными. Например, первые в Ухте мохнатые старты. Там на перегонки бегали хозяева с собаками самых разных пород. Заряд позитива надолго. Кстати, снимали зверушек не только наши операторы. Один из героев сюжета ГСП онлайн, Алексей Касатин, зацепил камерой телефона медвежонка, который следил за рыбаком в лесу. Мужчина тогда отпугнул косолапого крепким словцом. Он еще некоторое время стоял на берегу, на который перепрыгнул, и из-за спины за мной смотрел. Вот. Но потом я опять закричал, он убежал. И дальше я уже продолжал рыбачить, спускался по реке. И берега там высокие. И слышал, как наверху хрустели также там деревья. За 2016 год мы сняли не один десяток спортивных мероприятий. Так уж вышло, что азы футбола, баскетбола, хоккея и бокса освоили уже все репортеры, независимо от пола и возраста. Надо сказать, это было нелегко, но мы справились. Тем более, что наши спортсмены радовали нас победами. Например, ухтинец Константин Носов пробежал 5 полумарафонов, это 21 километр, за один сезон. Соревнуется в группе 50-54 года, и его результатами по праву может гордиться вся Ухта. Ну, так получилось, что первые 3 старта у меня так получилось, что первое место занял среди своих, а вот последние 2 старта в Рыбинске я бежал, там вторым был, и вот на чемпионате России вот третьим. Спортсменов мы поддерживали и тогда, когда удача была не на их стороне. Например, я искренне переживаю за каждую шайбу в воротах Арктик Университет. И пусть пока девчонки только на 5-м месте турнирной таблицы, мы не перестанем за них болеть. Верим, 2017 принесет больше побед не только им, но и всем остальным ухтинским спортсменам. Мы не обошли своим вниманием и культурные события города. Сколько их было, сосчитать сложно. Театральные постановки, концерты в музыкальных школах, отчетные юбилейные выступления крупных коллективов. В кадры попали ансамбль бального танца «Фейерверк», дэнс-шоу «Метаморфозы», вокальный коллектив Ухты и студия «Фасольки». Ну и, конечно же, звезды Ухты United Beat. В 2016 году танцоры порадовали горожан победой на чемпионате России по хип-хопу в групповом и личном первенстве. У нас еще такая была сегодня мечта с ребятами. Там, короче, кто выиграл чемпионат на следующий год, у всех, короче, бейджи участника. И те, кто выигрывает, они на бейджах в следующем году, их фотка. И мы все хотели, мечтали, что когда-нибудь там будет наша. Походу, в этот раз будет. Ну, раз мы выиграли, значит, в следующем году будет с нашей фоткой. В следующем году мы снова будем в зрительном зале. Надеемся, артисты Ухты будут нас удивлять только в положительном ключе. В
В этом уходящем году мы были со всей Ухтой. На городских акциях ежегодной лыжни России и кроссе наций. Он, кстати, собрал в 2016-м рекордное количество людей. На Мастарте было больше 3000. Писали вместе с любителями русского языка тотальный диктант, были и на таком же, только на коми-языке, а еще посетили тест по истории Отечества и проверку на знание географии страны. Но это масштабные акции. А были и более скромные, но от этого не менее значимые. Например, мы призывали горожан участвовать в сборе вещей для бездомных. Его проводила социальная служба «Милосердие». Кстати, одна из таких акций идет и сейчас. И вы можете подарить радость на Рождество тем, кому ее не хватает. Это психоневрологический интернат, который уже с сентября начинают звонить и спрашивать у воспитателей, а к нам придут сестры, а нас поздравят, а подарок принесут. Вот. Это дети в больницах, которые находятся, это люди бездомные, которым помогаем. Вы можете поделиться с этими людьми сладостями, просто принести их в часовню на выезде из города. Ведь в канун праздников никто не должен быть грустным и одиноким. Весь этот год я была корреспондентом. Сделала для вас 250 новостных сюжетов. А сегодня мне захотелось побыть Снегурочкой. Дорогие мои, я желаю вам счастья, здоровья и, конечно же, побольше хороших новостей. Но помните, что бы ни случилось, мы всегда рядом с вами. И надеемся, что в следующем 2017-м вас у нас станет больше. С Новым годом, дорогие телезрители!